16 февраля Евросоюз снял персональные санкции с Александра Лукашенко и еще 169 белорусских чиновников. Были отменены визовые ограничения и блокировки банковских счетов. Санкции были введены первый раз в 1998 году, повторно в 2010 за нарушение прав человека и демократических процедур. Александр Григорьевич не скрывал своей радости. «Я больше не последний диктатор Европы. Есть диктаторы и похуже меня, разве нет?» В Кремле эти слова предпочли пропустить мимо ушей. С начала года белорусские предприятия в одностороннем порядке начинают платить за российский газ меньше, чем обещали. К концу года долг уже составляет 425 миллионов долларов. Лукашенко и Путин последний раз встречались 22 ноября на дне рождения патриарха Кирилла. Лидеры двух стран согласились, что в отношениях не все гладко, но это временные явления. 26 декабря Лукашенко демонстративно не приехал на встречу лидеров ОДКБ в Петербург, не прислав при этом взамен себя хотя бы премьер-министра. В Москве заговорили о многовекторной политике соседа и возможном ухудшении отношений. 9 января Беларусь объявляет о введении с 12 февраля безвизового режима для граждан 80 стран. Через несколько дней становится известно, что Беларусь договорилась с Евросоюзом принимать и размещать у себя беженцев, попавших в Европу через ее территорию. В обмен Беларусь получает упрощение визового режима и ряд других политических и экономических преимуществ.